С вами этноблогер Генрих Немчинов, а рядом сидит комик-гармонист Владимир Трошев. Мы ездим по коми-деревням, просвещаем зрителей коми-культурой и везде поем коми-песни. И сейчас мы едем по самой большой реке в Коми, по Печоре. Темный РТС. Сегодня 3 августа, мы едем на рыбалку. Вчера был Иллин день, праздничали. В Коми принято в Иллин день, и после Иллиного дня не работать, а отдыхать. Наш любимый отдых, как и у большинства деревенских коми-парней, это рыбалка. А рыбы на Печоре, поверьте, до сих пор еще очень много. Чтобы не опозориться на глазах у миллионов зрителей, мы сразу пошли на озеро, где всегда бывает рыба. Очень странно, что сразу не ловилось, и мы ввели чит-код. Он на ваших экранах. Переводится банально. Рыба, ловись, но зато помогает. Это щука, митя. Все рыбы по традиционным воззрениям коми были созданы злым духом, омолем. Но бог Йен видоизменил их, и они стали считаться его творением, а людям было разрешено употреблять их в пищу. Тем не менее, в рацион питания раньше включались не все виды рыб. На Верхней Вычегде щуку в пищу не употребляли, считая ее нечистой. Стерлядь, вкусная рыба, кстати, появившуюся в Вычегде из Камы через Северо-Екатерининский канал, долгое время не включали в рацион питания. Ударцы остерегались есть миногу, юн, ошибочно принимая ее за змею. Сейчас этот вид рыбы считается деликатесом. Покажу мастер-класс, как надо насаживать червя. По коми будет ниджу на крючок. Так, вот так, вот так. И до конца так насаживаем. Теперь бросаем. Так, застрял. И бросаем. Теперь ждем. Смотрите, сразу пошел клевок. О, сразу. Оба, видите? Поплавочек скачет, значит рыба червя трогает. Все. Не понравился. А, не. О, смотри, готов. Сейчас возьмет получше. Один он зацепился, я отцепился. Все, наверное, идет закыскись. А, нет. Не понравился, наверное. Еще раз. Философия жизни. Еще раз, еще раз, еще раз. Меняем подход. Еще раз, еще раз, еще раз, да? Да. И сейчас 3-й раз мы должны что-то поймать. Опа! Вот такой красавчик попался. Симпатяга, да? Большой, да? Почему-то, когда спрашивают про коми-блюда, многие вспоминают черенянь. Ну ладно, пусть будет черенянь, рыбник. Хотя есть много коми-блюд. Для рыбников готовили безопарное тесто из ржаной муки с добавлением масла или простокваши, чтобы корочка мягкой была. Интересна практика подачи рыбника на стол. Череняньце пызанши распуктуем юрусмед енпеля смуна. Рыбник в центре стола квали, голова обращена в сторону красного угла. Кстати, в Коми существует гастрономический фестиваль Черенянь-Гаш, праздник рыбного пирога. Он проводится в Печорском крае. Мои друзья, проект Коми-Морт, в этом году создали ремикс к гимну фестиваля. Послушайте зажигательный отрывок. Полностью трек планируют презентовать в следующем году. Как говорится, ждем-с. Черенянься, черенянь, гостем фестиваля стань. И узнаешь ты секреты коми-блюда черенянь. Черенянься, черенянься, зевчинский на бежалом. Ернатый рысыныш, малтыш, гостя со смекоролом. Также из рыбы варили уху. Ну как же без нее? И сейчас ее варят. Только в современном мире добавляют разные специи, приправы. Раньше, кроме соли, ничего не добавлялось. Считалось, что так истинный вкус рыбы пропадает. Рыбу тушили в печи в глиняных лотках, залив сметаной или молоком. Такой способ приготовления позволял любую рыбу сделать нежной на вкус. А еще у нас на Печоре делали рыбу печорского засола. Это другая история. У нас зацепилось. Контент начинается. Ой, ашатины стачаки. Первый нам упрощенный вариант. Да. Йори. Орема. Это Йона Дюргатин. Да. Что, у нас нету больше этих, да? Есть. Ну-ка, покажи, как выглядит разочарование.
Поплавок из империи. В фокусе. В фокусе туда. Такие фокусы он делает. Не рекомендую. Пить, друзья, запрещается. Привязали, обязательно надо делать вот так. Всегда на рыбалке с собой таскайте дополнительные крючки. Они вас выручат. У меня есть крючок. Даже несколько. Так, больше там ружащуям. Какачгар там, беркыскам. У хорошего рыбака такой хвостик не остается. У меня остался. Вывод делайте сами. Дальше рыбалка не пошла. Рыба-то ловилась, но сами начали баловаться. Кормили рыбой собаку, хотели посмотреть, сколько она съест. В итоге устали. Да и честно, машкара поднадоела. Ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду. Солнце в отражении Печоры пошло на закат. И видео тоже пора завершать. Напишите в комментариях, как вам подобный формат рыбалки, стоит ли продолжать делать такие ролики. Благодарю, до скорых встреч!